Клеточку пропустили и записываем 21. Решать сложные примеры и уравнения, писать диктанты, пересказывать произведения. Учитель задает вопросы, третьеклашки смело тянут руки. В этом, несомненно, ее заслуга. Заслуга первого учителя, научившего малышей, переступивших пару лет назад порог школы, читать и писать. Когда я столкнулась с этой работой, я подумала, как трудно ребенка научить писать буквы, научить писать самое простое слово «мама», научить читать, как сливаются звуки, как получаются слова из них. Мне казалось, это самая трудная работа на свете — научить ребенка читать, писать и считать. О том, что она будет педагогом, Татьяна Якунина знала еще тогда, когда сама была такой же, как ее сегодняшние ученики. На уроке русского языка она написала сочинение о своей будущей профессии. Потом хранила его все годы учебы и вместе с ним пришла поступать в педагогический институт. С детства, и, в общем-то, я уже знала, что буду учителем. Ну и, видимо, еще и мнение своих педагогов тоже повлияло на мой выбор в профессии. Поэтому я, когда поступала в институт, мое сочинение, написанное в 4 классе, о профессии, кем я хочу быть, а я писала, что буду учителем. И, в общем-то, так и получилось, что я поступила в институт с этим сочинением на вступительные экзамены, на собеседование. В то время было собеседование, я принесла это свое сочинение. Ну и когда поступила, и мне казалось, что я стала самым счастливым человеком на этой земле. Букет гладиолусов на учительском столе, шумящий, как пчелиный рой, класс, непросохшие слезы на щеках, дрожащая рука с карандашом, старательно вычерчивающая первую букву алфавита. Свой первый урок, проведенный в стенах родной школы, Татьяна Николаевна помнит до мелочей. Это был День знаний в 4 классе, 1 сентября. И мне казалось, что, что там 40 минут? Все понятно, все ясно, можно легко и просто провести. И буквально через 5 минут всю информацию, которую я приготовила, я уже выдала и не знала дальше-то как быть. Неровные буквы и цифры, неправильные соединения, помарки, ошибки. Взяв красные чернила, педагог проверяет тетради. Больше 100 тетрадей, если не 150, потому что бывают тесты, то это очень много, нагрузка огромная. Даже не глядя, чья это тетрадь, можно сказать, что вот эта тетрадь Инчаговой Дарьи, эта тетрадь Алеева Егора, по буквам, по почерку. Конечно, можно сразу узнать по соединению букв. И у каждого учителя, у детей примерно одинаковая высота букв, одинаковый наклон букв. Каждого ученика узнает по почерку. Красивый говорит о грамотности и старательности ученика. Неаккуратный может стать причиной неуспеваемости ребенка в школе. Учитель не может быть постоянно добрым и не может быть добреньким. И не должен быть учитель всегда злым и строгим. Учитель же тоже человек. Так, вот вы сейчас спокойно пройдите и займите свои места. Садитесь. Итак, мы с вами в тетрадочках по математике записали число, записали классная работа. Как найти неизвестное уменьшаемое? Чтобы найти уменьшаемое, надо к вычитаемому прибавить раз. Молодец. Хорошо. Откройте, пожалуйста, страничку 93. Нашли периметр треугольника. Так, ну что, Даша, как ты решила эту задачу? Чтобы узнать периметр. Надо 20 сложить 12 равно 68 метров. Все правильно. Задача Даша решила правильно. Кто решил также задачу? У вас такое же решение. Еще один способ. Пожалуйста, Миша. Надо сложить все стороны.
Да, это в 1 классе. Мы складывали длину каждой стороны. А еще И здесь там надо у каждого убрать по 2 нуля. закрываем нули и умножаем. 26 умножить на 2 равно 52. Бывает, придешь в школу в плохом настроении, но увидев светлые радостные детские лица, сразу забываешь обо всем, говорит педагог. Дети, конечно, да, позволяют тебе забыть о своих трудностях, о своих проблемах, переживаниях. И дети учат тебя радоваться самым обычным вещам. Потому что дети, приходя утром в школу, начинают всегда в прекрасном настроении. Всегда. И думаешь, чему они радуются? И начинаешь сам действительно думать, что забывать о своих проблемах. За годы своей 30-летней работы в школе Татьяна Николаевна выпустила не одно поколение учеников. Каждого из них она помнит по имени. Каждый оставил в ее сердце незабываемый след. Как только появился сайт Одноклассников, они мне стали тут же писать, чтобы встретиться с ними, пообщаться. Самые первые, причем мои ученики, которых я учила еще в 1987 году. Когда-то, очень маленьких, нас в школу привели. Белели наши бантики, букетики цвели. Мы были мамой ласковой, с добром, теплом и светом. Нам было в классе радостно. Как позабыть про это? Ах, мчатся кони серые, уносят годы лучшие. Вы научили нас писать, читать, считать. Вы дали нам пример, как можно все прощать. Свободные, эрудированные, творческие, умеющие постоять за себя и отстаивать свою точку зрения. Сегодня школьники другие и отличаются от тех, которых учила Татьяна Николаевна 20 лет назад. Конечно, меняется время, меняются дети. Дети стали более раскованными, свободными, раскрепощенными. Чтобы завоевать авторитет у детей, нужно быть самой, прежде всего, интересной личностью. Где-то и петь, и танцевать, может быть, даже не уметь, но знать, как ты это делаешь. Пусть даже не заниматься, но увлекаться спортом и разбираться в спорте. Сразу после уроков освоение асан-йоги и медитация. Чтобы справиться с эмоциональным выгоранием, Татьяна Николаевна вместе с коллегами спешит в спортзал. И после этих занятий чувствуешь себя не уставшей, а наоборот отдохнувшей. И успеваешь еще после этих занятий сделать кучу дел. Учителя посещают йогу 2 раза в неделю после уроков. Прямо в стенах школы они укрепляют свое здоровье и постигают гармонию души и тела. Итак, ребята, мы с вами изучаем изменения в природе. Какие изменения наступают в природе осенью? В живой природе. В живой. Листья падают. Так, еще. Владик, Животные готовятся к зиме. правильно. Карим. Птицы улетают на юг. Учиться должно быть интересно, поэтому сегодня на вооружении педагогов современные принципы работы. Интерактивные доски, карандаши, электронные учебники. Ручные методы преподавания постепенно уходят в прошлое. Сегодня учитель начальных классов – это педагог, наставник, классный руководитель. И если он встречается с учениками только на уроке, то он не знает детской души. А кто не знает детской души, тот не знает ребенка и не может быть воспитателем, цитирует слова Сухомлинского Татьяна Николаевна. А теперь повернулись к оператору и подняли знак. Вот такой вот знак. Экскурсии, беседы, утренники, походы. Самое важное в начальной школе – сплотить детей, подарить им радость прихода в школу. Позабыты хлопоты, остановлен бег, вкалывают роботы. Счастный человек. Готовимся на музыку. Берем тетрадочки по музыке, дневники. Если дети любят друг друга в классе, это уже половина успеха, говорит педагог. Я, знаете, всегда детям своим говорила:
Не важно, кем ты стал, а важно, каким ты стал. Добрым, порядочным, воспитанным, образованным, интеллигентным человеком. Никогда ни компьютер, ни робот не заменит человеческого, теплого, доброго, а иногда и строгого отношения учителя к своим ученикам. И поэтому я считаю, что, и, по-моему, придет время, когда профессия учителя встанет на тот пьедестал, на котором должен стоять учитель. В меру строгая, но очень терпеливая и спокойная, доброжелательная и душевная. Наверное, таким и должен быть учитель начальных классов, человек, у которого основой педагогического мастерства являются любовь и талант. Вот ваши родители, они гордились вами, гордятся вами, вот то, что вы выбрали такую благородную профессию? Не знаю. Потому что родители мои умерли очень давно. Папа умер, когда я еще училась в институте, а мамы уже не стало, мне было 30 лет. Так что вот, я думаю, гордились бы. Будет покой или гроза, с нами всегда ваши глаза. Грустные, грустные, грустные ваши глаза. Будет покой или гроза, с нами всегда ваши глаза. Добрые, строгие, грустные ваши глаза. Наверное, лучше профессии нет, и уже не можешь быть ни в какой другой профессии лучшим профессионалом. Поэтому остаешься в своей профессии и радуешься каждый день, что ты идешь на работу.